Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о нашем городе Якутск вчера и сегодня. Якутск считается самым древним городом Сибири. Его история начинается с 1632 года, когда на правом берегу реки Лена отряд сотника Петра Бекетова заложил Якутский Ленский острог. В 1681 году Якутск получает статус города. К тому времени у нашего города был свой герб, где был изображен бобр с соболем в пасти. Якуты называли тигров бабр. И в городе проживало 642 человека. Перед вами исторический герб Якутска. Он был утвержден 26 октября 1740 году. Посмотрите, что было изображено на гербе. В серебряном поле орел, держащий в когтях соболя. Этот герб похож на нынешний герб Якутска. Со временем Якутск утратил оборонное значение. Город растет, развивается, в нем появляется много деревянных и каменных зданий. Может, узнаете эти здания? Перед вами здание Якутского областного казначейства, ныне памятник архитектуры, располагается филиал Национального художественного музея. Посмотрите следующий слайд. Это гостиный двор. Здесь древнее сооружение Якутска – Троицкий кафедральный собор. В годы советской власти в перестроенном здании размещался Якутский музыкально-драматический театр. Затем в здании работал театр эстрады. Сейчас, в настоящее время, собор восстанавливают. Архитектурный вид Якутска поражал приезжих, но больше всего, конечно, изумляла погода. Кстати, самый теплый январь относится к 1885 году. Средняя температура была минус 26 градусов. Сейчас, в этом году, январь был очень холодный. Температура была сколько градусов? Минус 60. Да, было очень холодно. Наш город всегда славился людьми, которые восславляли его своим трудом. Отто фон Бётлинг является автором первого научного труда, посвященного якутскому языку. Его книга о языке якутов была издана в 1851 году в Санкт-Петербурге. Архиепископ Иннокентий в кафедральном соборе проводил богослужения на якутском языке. По инициативе богатых людей в городе существовали библиотека большая, городская, ночлежный дом для бедных, гражданская больница, торговые лавки, мужская и женская прогимназии, духовная семинария. Якутск сегодня – это стремительно развивающийся город. Мы видим, как он изменился в последние годы.
Вспомните, что было изображено на старом гербе города Якутска. Птица и что держала птица? Орел? Ну, соболя. Да? Соболя. Угу. Это новый герб. Сейчас он выглядит так. Старый герб, да? А это новый герб. Новый герб выглядит так. Новый герб Якутска был утвержден 14 сентября 2012 года. Что мы видим на нем? В серебряном поле черный орел, летящий влево, имеющий одно крыло опущенное, а другое воздетое, и поддерживающий лапами сидящего с опущенным хвостом червленого соболя. Щит увенчан золотой башенной короной о 5 зубцах, дополненной 2 обручами того же металла, верхний с самоцветами, нижний с рельефным якутским орнаментом. Щитодержатели – это 2 серебряных с червленными языками якутских коня, поддерживающих по сторонам от щита червленые серге, увенчанные чаронами того же цвета. Все на подножии в виде зеленой травы, ниже которой видна вода. Девиз «Средоточие восьмикрайней земли» начертан черными литерами на серебряной ленте. Главные гербовые фигуры – это орел и соболь. Орел в геральдике символизирует власть, господство, великодушие, прозорливость. Соболь указывает на природные богатства якутской земли. Давайте посмотрим на современный флаг города Якутска. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 5 горизонтальных полос, соответственно, синего, красного, белого, красного и зеленого цветов. На середине белой полосы изображен красный ромб силуэтом башни XVII века, символом города Якутска. Что означают цветные полосы на флаге города Якутска? Посмотрите, основной белый цвет – это символ северного края. Синий – это цвет неба, да? Зеленый – цвет земли. Лето – долины Туймада. Красный цвет – это символ жизни, тепла, радости. Закария, первый цвет какой? Да, какой цвет? Синий, правильно, Эсма. Дальше? Красный. Красный, очень хорошо. Дальше, Юсиф? Белый. Угу. Абдул, потом? Красный. И Мохаммед? Зеленый. Да, это основные цвета флага города Якутска. Да, посередине у нас ромб. Посмотрите-ка, красный ромб, да, и там внутри дом, да, это острог, якутский острог, символ города Якутска. Он изображен на этой книге, вот,
Посмотрите, да? Это якутский у нас острог. Якутск на сегодня самый крупный город из возведенных на вечной мерзлоте. Зимой здесь царят арктические морозы. У нас очень холодно. Да, Юсиф знает, что такое холод. Очень холодно. Да, у нас очень холодно. А летом, Эсме, очень-очень жарко. Да, у нас будет очень жарко. Посмотрите, как у нас выглядит девушка. Да, видно, да? Одно фото – это зимой, другое фото – это летом. Да, у нас еще много Абдул-Камаров. В Якутске есть интересные рукотворные достопримечательности. Это театры, музеи, клубы с яркими шоу, особый колорит, которым придают этнические мотивы. В июне город прихорашивается к национальному якутскому празднику Исэх. Перед вами фото этого праздника. Торжества посвящены наступлению лета. Этот праздник мы отмечаем летом, только летом. Главные достопримечательности Якутска – это река, великая сибирская река Лена. И нерукотворные чудеса, созданные на ее берегах самой природой. Посмотрите, наш город стоит на реке. Река очень большая. Да, сейчас на реке лед. Воды нет, да? Мы видим только лед. Вода замерзла. Весной все будет таять. Это фото весной сделали, да? Весна. В Якутске практически отсутствуют древние памятники, свидетели его истории. Но узнать, как выглядел дореволюционный Якутск, вы сможете, если посетите район под названием Старый город. Это туристический район. Старый город. На самом деле это всего лишь квартал, где находятся копии жилых и административных построек XIX века. Оригинальные здания уничтожил сильнейший пожар, случившийся в конце прошлого века. Квартал тщательно отреставрировали, и с 2006 года он является излюбленным местом отдыха горожан и гостей Якутска. Все строения старого города воссозданы по старинным фотографиям, картинам и чертежам. Самые знаменитые постройки – это двухэтажная каменная усадьба, хозяином которого был старообрядец и купец Апексим Кушнарев, а также балаган Якутской степной думы. К примечательным относятся здания женской гимназии, русско-азиатского банка, острожная башня, бревенчатая лавка, возведенная на цоколе из камня. Здесь же можно заглянуть в действующую Преображенскую церковь. Это церковь, являющуюся прекрасным образом русского православного зодчества. Вечером в квартале зажигаются огоньки.
старинных фонарей, создавая уютную атмосферу. Сам старый город окружен современными зданиями, магазинами и кафе. В центре Якутска установлен памятник покорителю северных земель Семену Дежневу. Бронзовый атаман присел на сруб из 3 бревен, отложил шашку и словно размышляет о дальнейшем обустройстве завоеванного края. Этот монумент является своеобразной визитной карточкой города. К выдающимся техническим достижениям принадлежит якутская телебашня. Это телебашня. Посмотрите-ка, телебашня горит огнями. Сперва какой цвет? Синий. Потом? Розовый, да. Она долгое время оставалась самым высоким сооружением в мире, построенным на вечной мерзлоте. Высота стальной конструкции, составляет 242 метра. Очень высокая. Понятно, да? Она сейчас входит в десятку самых высоких телебашен в России. Сварщики и монтажники собирали объемные стальные решетки на городском ипподроме, а затем сегменты устанавливались с помощью летучего крана, мощного вертолета. Интересно, что возведение гигантской башни из подготовленных к монтажу элементов продолжалось всего 5 суток, 5 дней строили эту башню. Весной 2018 года высокое сооружение оборудовали красочной подсветкой. Для иллюминации было изготовлено 200 специальных прожекторов, способных выдержать суровые якутские морозы. Это яркое во всех смыслах достижение выгодно изменило панораму города Якутска. Сейчас Якутск – это крупный культурный центр, своеобразие которого определяет многонациональный состав его населения. Мы все разные, но мы все одинаково любим наш родной город Якутск.